Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В населенных пунктах Верхоянского и Кобяйского районов, где вода отступила, начались восстановительные работы. Для детей из пострадавших сел организован отдых в Якутске и за пределами региона. Как и где размещены дети и какая программа для них подготовлена, расскажет гостья студии Надежда Захарова, заместитель руководителя Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования. Надежда Игнатьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите в целом, сколько всего детей прилетело из пострадавших как раз-таки Кобяйского и Верхоянского районов? На сегодняшний день у нас на базах государственных образовательных организаций размещены 385 детей. А так в целом мы планировали разместить 426 детей. Предварительно, да, мы рассчитывали и те населенные пункты, которые, возможно, попадут под паводок. Но, слава богу, в одной деревне Верхоянского района обошлось. И поэтому у нас на сегодняшний день 385 детей на базе 4 образовательных организаций размещены. Давайте подробно расскажем, что это за образовательные организации, где размещены дети. В целом, в соответствии с поручением главы республики Саха-Якутии, нам было поручено организовать отдых и оздоровление этих детей. Это не просто пункты временного размещения, куда мы детей разместили бы и просто кормили и одевали. Поэтому в первую очередь мы, конечно, заполнили наш центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». Про «Сосновый Бор» много наслышаны и по всей Российской Федерации, и не только. Да? Получается, какая у него хорошая база и какая там программа хорошая. Поэтому мы в первую очередь заполнили «Сосновый Бор». Потом мы использовали базы коррекционных школ-интернатов и наш детский загородный стационарно-оздоровительный лагерь «Связист». Это подведомственный лагерь, подведомственный нашему тоже учреждению дополнительного образования «Юные якутяне». То есть всего 4 базы заполнены детьми. А что за программа? Что подготовлено для детей? Как они будут отдыхать? Вообще, в соответствии с поручением Министерства просвещения Российской Федерации, да, у нас единые программы, единые подходы к организации летней оздоровительной кампании были заданы еще в начале лета. Поэтому раз мы организуем для детей летний отдых и оздоровление, поэтому мы ориентируемся в первую очередь на летнюю оздоровительную программу, которая нам была рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации, делая упор на патриотическое воспитание, на воспитание детей, получается. Да? Помимо этого у нас нашим «Сосновым Бором», Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», уже разработанные, не раз апробированные программы летнего отдыха и оздоровления, те, которые реализуются в данных программах. И еще помимо этого, если говорить про то, что поручено Министерством просвещения, у нас реализуется программа «Содружество Орлят». Это программа для детей начальных классов, да, получается. И сейчас по данной программе тоже вожатые, педагоги доп. Образования проводят мероприятия на всех 4 базах. А что насчет медосмотра? Когда дети прилетели, насколько я знаю, у них взяли у всех тесты на ковид. Да. Что еще предполагается? При прилете детей в аэропорту сразу в целях профилактики недопущения распространения коронавирусной инфекции были сделаны заборы анализов методом ИХА. Помимо этого, медицинским персоналом центра и образовательных организаций по договору с поликлиниками, непосредственно с 3-й поликлиникой, да, проведен забор общих анализов для проведения и углубленный медосмотр проведены для этих детишек. Но в эти дни также из аэропорта Якутска вылетают дети в детский лагерь «Орленок». Понятно, конечно, что бюджетных мест на всех ребятишек не хватило, и всех их отправить на море тоже не так легко. Но возможности в целом, сколько детей отдохнут за пределами региона? Вообще, во всероссийские детские центры и международные детские центры у нас дети направляются через автоматизированную систему путевка, да, АИС-портал, дети с достижениями. Но в этот раз наш председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко договорился с директором Всероссийского детского центра «Орленок», и нам выделили 25 квот именно для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кроме того, нам были выделены еще финансовые средства на приобретение авиабилетов для этих детей. Поэтому на сегодняшний день, сегодня буквально
17 детей, вчера 8 детей улетели в ВДЦ «Орленок». И для них все получается бесплатно. Кроме того, сейчас работа тоже ведется по выделению еще дополнительных путевок. Ну, сейчас, на сегодняшний день, мы пока ничего не можем сказать. А как распределяются эти путевки? Эти путевки распределяли сам муниципалитет наиболее пострадавшим, наиболее нуждающимся. Главой прямо на оперштабе было поручено распределять именно наиболее нуждающимся и наиболее пострадавшим. Помимо путевок и отправления детей на море, расскажите, какую помощь окажут детям еще дополнительно, как раз-таки пострадавшим от паводка? Ну, сейчас все дети, получается, находятся на гособеспечении, да? На базах образовательных организаций. Так как в нашей республике летом нам не привыкать и к паводкам. В прошлом году мы пострадавшим от пожара тоже помогали. Да? И у нас народ и организации, и органы исполнительной власти, они все привыкли сплачиваться, когда вот такая ситуация, и готовы оказывать любую гуманитарную помощь, да, получается, и не только гуманитарную. Например, вот сегодня на меня вышли молодые государственные гражданские служащие, какой досуг, занятость, куда вывести детей, чем помочь и так далее. Да? Очень много организаций откликаются, и хочется отметить студентов наших педагогических колледжей. Они тоже быстро скомпоновались, сориентировались, создали банк данных вожатых, которые готовы сейчас прямо приехать и работать на базах, где у нас размещены дети. То есть никто не остался в стороне, и все активно предлагают свою помощь? Все активно, начиная со студентов, заканчивая депутатами и так далее. Все активно предлагают свою помощь, что очень радует. Ну, и что нам способствует организовать интересный отдых и оздоровление детей, действительно. Ну, психологическое состояние детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тоже неоднозначное получается, и поэтому наш республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения тоже быстро направил детей для проведения там тренингов, мероприятий, получается. Первые дни такая помощь им тоже была оказана, поэтому и с физической, и с психологической, и с разных сторон у нас помощь всевозможная оказывается. Кроме того, правительством Республики Саха-Якутия выделены дополнительные финансовые средства из резервного фонда для отдыха организации этих детей. Вы упомянули, что дети все отдыхают на базе центра «Сосновый Бор». Расскажите, про какую конкретно помощь оказал данный центр? Там у нас размещены 205 детей из 385 детей. Вообще «Сосновый Бор» во главе с директором Ивановой Яной Николаевной, там команда прямо уже, которая работает многие годы, и многие годы они привыкли действительно оказывать оперативную, быструю помощь в таких ситуациях. Да? «Сосновый Бор», он является у нас в целом координатором всей организации отдыха и оздоровления детей. То есть по их программе у нас проводится отдых и оздоровление детей, которые на базе интернатов тоже размещены. И вообще он у нас является республиканским ресурсным центром, нашим оператором по организации отдыха и оздоровления детей, республиканским оператором. Да? Поэтому все мероприятия, вся досуговая занятость, которая сейчас организуется и на других базах, и тоже через Центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» сейчас у нас проводится. Стандартная смена в лагере длится 21 день. Расскажите, дети, которые пострадали от паводка, будут находиться исключительно 21 день или, может быть, их отдых продлится до сентября? Нет, они у нас проживут до 1 сентября. До тех пор, пока у них эта ситуация не стабилизируется, получается, там дома не восстановят и так далее, они будут находиться на наших базах. Здорово. Надежда Игнатьевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Уверена, дети этим летом хорошо отдохнут, забудут все свои проблемы, но и с новыми силами кинутся в учебу. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.